Так, здравствуйте. Ладно. Здравствуйте, с вами Айталина Тимофеева, и я спикер «Ты можешь.ЭКТ» Центра социально-психологической поддержки семьи и молодежи. О чем сегодня хотела с вами поговорить, да? Такая важная тема, что такое лень и бывает ли она вообще, да? Потому что на самом деле понятие лень не существует. И если, любому из нас, наверное, по жизни кто-нибудь договорил однажды, ты просто ленивый, наверное, ты ленишься, да, или еще что-нибудь, или вы когда-нибудь о ком-то говорили то же самое, да, что да ты просто не ленись, да, и так далее. И согласитесь, очень сложно иногда просто взять себя в руки, да, потому что это тяжело. Почему? Потому что на самом деле лени не существует как таковой, нету такого качества в человеке, да, как ленивый, да, нету такого качества. Это не то, чтобы придумано специальными, привет всем, специальными какими-то людьми или организациями и так далее, да, это просто вот, допустим, в словаре, да, если мы почитаем, что такое лень, то это отсутствие желания действовать и работать, да? Но на самом деле, если мы подумаем о том, в каких именно ситуациях нам становится лень, то мы можем прийти к выводу, что чаще всего у нас просто нет мотивации. То есть, соответственно, мы можем сделать вывод, что если присутствует лень, значит, у нас отсутствует мотивация. Отсутствует вот это вот подкрепление именно позитивного характера, да, чтобы мы хоть что-то хотели предпринять, именно желание. То есть нет желания, нет мотивации, у нас автоматически становится ленью, да. Поэтому что мы можем говорить? Обычно о лени нам впервые рассказывают либо родители, либо учителя, да. Ребенок может узнать, что он ленивый, да, в разных ситуациях. Например, когда он, по мнению старших, недостаточно энергичен, да, и так далее. Но что такое отсутствие энергии? Это же не лень, это усталость. И у нашего тела есть сигналы определенные, которые оно посылает в качестве сигналов о том, что что-то ему нужно, да, допустим, страх, да, то есть отсутствие безопасности, ощущение безопасности у нас это страх, да, то есть наше тело посылает какой-то сигнал, допустим, это может быть дрожь, это может быть повышенная тревога, это могут быть панические атаки те же самые, да, либо это может быть, банально давайте возьмем, это могут быть слезы, да, когда нам грустно, когда нам плохо, или мы переполнены какими-либо эмоциями через край вот сильно, да, у нас выступают слезы. Это такая реакция, говорящая о том, что мы сейчас испытываем какую-то эмоцию и что-то вообще ощущаем. Но когда мы говорим о лени, почему сложно вообще с ленью бороться? Потому что нам всегда как приговор просто ставили с детства, да, ты ленивый, все. А что с этим делать? Обычно это было просто возьми себя в руки, соберись, иди работай и так далее. И чаще всего мы ленимся, встречая больше такие вещи, которые, в которых мы не заинтересованы никак. Допустим, если учитель не может дать мотивацию ученику учиться нормально, или родитель, допустим, не объяснит ребенку, зачем нужна уборка, он не будет хотеть этого делать. То есть, смысла нет, да, потому что нету мотивации, нету никакого вот. Мы должны еще понимать, что мы придем к этому, да, насчет насилия над собой и усилия над собой, да, мы об этом еще поговорим. И смотрите, когда мы вот чувствуем лень, это чаще всего усталость и апатия. То есть это то
такой же сигнал организма, как и все обычные наши вот эти вещи, как смех, слезы, да, и так далее, и так далее. Поэтому, когда вы чувствуете лень, это не значит, что вы такой человек, и что вы никогда не сможете с этим справиться и так далее. Скорее всего, у вас просто нет энергии на то, чтобы вот с этими затратами вы бы получили желаемый результат, который был бы превыше. И поэтому мы подходим к этой вещи как насилие и усилие над собой. Что такое насилие над собой? Смотрите, когда мы что-то делаем, любую вещь, мы ждем результата от него, любого подкрепления какого-нибудь, да, мы должны видеть, к чему вообще все идет, почему нас вообще пугает перспектива всегда, потому что она неизвестна. Но если мы знаем, что после этой работы, допустим, мы работаем, получаем зарплату, и мы понимаем, что вот мы столько-то работаем, нам заплатят денежку, и мы не ноем, не злимся, и мы понимаем точно, что мы должны сделать для того, чтобы нам заплатили деньги, зарплату, допустим, да. То есть в этом отношении нужно думать. Если, давайте в денежном эквиваленте посмотрим, да, то есть если вам заплатят меньше, чем вы затратили на работу, допустим, вы убираете территории, да, и вы на свои деньги сперва, да, купили, допустим, там буквально швабру, щетку, да, перчатки, сапоги какие-нибудь, да, и там униформу, да, и все это у вас вышло там в 5000 рублей, а вы получаете 3000 рублей, допустим. Ну и как бы тут вы не захотите работать, потому что вы уже затратили, это не учитывая еще физические ваши затраты, да, когда вы просыпаетесь там в 4 утра, да, убираетесь потом по 4 раза в день, допустим. И если даже не учитывая вот эти физические какие-то растраты, мы просто финансово посчитали, и результат не соответствует затратам. Соответственно, вы не будете мотивированы в том, чтобы это сделать. Но потом к вам придет человек и скажет, тебе лень. Но это мы смотрим в денежном эквиваленте, поэтому, конечно, тут рассматривать, как будто бы это очевидно. Но бывает такое, что мы, допустим, мы хотим там выйти, допустим, на свадьбу нас пригласили, да, пригласили нас на свадьбу, да, и мы хотим там влезть в какое-то платье, которое мы купили, там, не знаю, и мы, допустим, худеем, давайте скажем, 3 месяца, мы 3 месяца худеем, не кушаем, страдаем, и потом мы приходим на этот вечер, да, и, в принципе, можно было бы надеть другое платье, вы понимаете вдруг, да, и вы понимаете, что людям, в принципе, все равно, насколько вы похудели, насколько это платье на вас сидит хорошо, или там еще как-то красиво и так далее. И вы понимаете, что все эти затраты не стоили того, да? И тут то же самое. То есть, если ваш результат, он будет превышать, желательно, больше, чем в 2 раза, да, тогда ваша вот эта работа, вот эти действия, оно будет именно усилием над собой. То есть вы перешагиваете через какие-то свои блоки, установки для того, чтобы получить какой-то желаемый результат. Но бывает, допустим, такое, если вас это не интересует, но вы все равно делаете. Допустим, вы не спите по ночам, да, вы работаете очень много над этим проектом и так далее, хотя внутренне вы вообще не понимаете, зачем нужен этот проект. И, конечно, каждый день вы будете через силу этот проект делать. Поэтому, допустим, в нейролингвистическом программировании сперва, когда мы, допустим, коучинг, да, тоже тот же самый, когда мы разговариваем с клиентами, мы формируем цель. Потому что мы должны четко знать, сколько стоит наша цель, да, в физическом, моральном, материальном плане. Во всем мы должны понимать, к чему мы идем,
и сколько мы должны потратить для того, чтобы сказать, да, я молодец, да, либо же сказать, я слишком устал, что результат даже меня не сильно удовлетворяет. Поэтому мы должны понимать, все наши действия должны быть лишь усилиями над собой, а не насилием. Да, вот это вот понятно. Если есть вопросы какие-то, пожалуйста, спрашивайте. Какие вообще бывают виды лени? Да? Виды лени обычно они основываются на конфликтах, да? На конфликтах, на каких-то негативных установках, допустим. Да? Бывает такое, что это просто протест. Да? То есть это может быть из-за физического состояния тела, да? Допустим, вы действительно устали физически, да? Вы не спите, вы не кушаете, вы не следите за здоровьем, соответственно. То есть первый фактор всегда, если вам лень, смотрите на свое здоровье. Здоровы ли вы? Да? Хороший ли у вас там иммунитет? Каждый день ли вы потребляете ту норму витаминов, которая вам нужна? Да, это обязательно. Так, потом что еще? Еще это может быть агрессия. Да? То есть мы можем чисто из... это называется из принципов в народе. Да? На самом деле, допустим, это может быть я злюсь на человека, допустим, там, на кого-нибудь, на начальство, допустим, да, и не делаю свою работу. Да? Мне лень, мне очень тяжело это, допустим, дается и так далее, и так далее. То есть вот это тоже из чувства какой-то агрессии, поэтому важно всегда брать ориентир, как посмотреть на себя, через себя смотреть и попробовать рефлексировать, чувствовать себя и как-то внутренний диалог вести. Понятно, да? Поэтому что? Лень – это не какой-нибудь порок, это не плохо. Это просто значит, что ваши затраты сейчас, они превышают ваш ожидаемый результат. Вот и все. Да? Поэтому обязательно оптимизируйте свою продуктивность. Расскажу сейчас об этом. Умение отдыхать – это самое важное условие для того, чтобы хорошо работать. Как бы странно это ни звучало, но если вы не умеете отдыхать, вы не сможете продуктивно работать на 100%. Это я вам гарантирую, да? То есть, что нужно для того, чтобы уметь нормально отдыхать? То есть, ни в коем случае это не должно быть с помощью чего-либо, да? То есть, допустим, вам не нужны определенные какие-то вещества, давайте их назовем, да, которые расслабляют тело, не натурально, да, то есть, допустим, алкоголь, да, сигареты, еще что-то, да, вот эти все вещи, они искусственно расслабляют мышцы, они вот просто убирают спазм, да, но при этом потом еще сильнее этот спазм вот так просто скрепляется, и потом расслабить будет с каждым разом тяжелее и тяжелее. Да? А в какой-то момент вы просто не сможете, при любом количестве употребленного, вы не сможете к этой кондиции обратно вернуться. Да? Поэтому обязательно расслабляем мышцы не искусственно, а натурально. В общем, не искусственно. То есть расслабляем мышцы именно правильно, да? Естественно, чтобы это было, да? Это может быть массаж и так далее, и ресурсы. Я в прошлом эфире говорила уже про ресурсы, да, что это такое и так далее. Можете посмотреть вкратце, что такое ресурсы. Это то, что приносит нам чувство счастья. Потому что на самом деле мы всегда преследуем чувство удовлетворения, чувство счастья, что бы мы ни делали, да? И поэтому вы, наверное, замечали, что когда мы радостны, когда мы счастливы, нам все легко дается. И поэтому это самая главная пилюля от того, чтобы не чувствовать усталость и апатию, да? Поэтому попробуйте найти свои ресурсы. Они у всех разные. То есть, если кто-то каждый вечер идет там и мотает круги в бассейне, это еще не значит, что вы после этого
будете чувствовать себя бодрячком. Да? Для меня, допустим, посмотреть сериал, полежать, покушать, для меня это идеальный отдых. Да? То есть я отдыхаю, я ни с кем не общаюсь, не сижу там в соцсетях и так далее. Просто смотрю, ну, потребляю, грубо говоря, да. И при этом у меня это определенные промежутки времени, да. А если, допустим, вы будете... Видите, тут тоже затраты идут. Если, допустим, мне нужно выспаться, и я буду все время смотреть сериалы, это уже непродуктивный отдых будет. Потому что этот ресурс не будет работать, потому что тот ресурс у меня не восполненный, понятно, да? Поэтому обязательно делим физические ресурсы, да, которые наделяют тело энергией, да, то есть это еда, чистый воздух, да, сон, вот эти вещи, и здоровье, конечно же, да, то есть витамины и так далее, обязательно, если вы так чувствуете себя очень часто, апатия, осень все-таки, да, желательно пройти диспансеризацию и сдать анализы на витамины, которых у вас не хватает. Да? Очень хорошие анализы в платной клинике делают, да, и там сразу можно понять, что у вас проседает и что нет. Очень удобно. Вот в этом отношении. И потом, когда вы физически насытили, мы идем уже к моральному, да, допустим. И поэтому важно найти свои личные какие-то плюшки, которые могут привести в вас хорошее, нормальное настроение, которое приносит вам чувство счастья. Это может быть общение, это может быть вы наоборот хотите изолироваться от этого общения, да, может быть вы танцуете и так далее, и так далее. И поэтому, когда у вас ресурсы, они физически очень много сил забирают, да, допустим, спорт, да, или еще что-нибудь там, танцы те же самые, да, вы должны понимать, что вы физически свои затраты тоже должны восполнять. Это вот так вот работает все, я не знаю, как показать. Ну, в общем, это все взаимосвязано, и поэтому обязательно научитесь чувствовать себя, слышать себя и проводить, можно вот как тренировку себе каждый вечер проводить внутренний диалог, да, для тех, кто думает, что очень сентиментально вести дневники, можете просто внутренний диалог, то есть, что мне сегодня понравилось, когда я сегодня, допустим, чувствовала себя счастливой, сегодня, в какой-то момент, допустим, да, что мне не понравилось и так далее, потому что тогда мы научимся уже слышать себя, чувствовать себя, и это очень хорошая такая тренировка для того, чтобы, ну, самоанализировать свое состояние, как бы, да. Вот, о чем-то еще хотела сказать, может быть, есть вопросы какие-либо? Давайте тогда закрепим, что именно нужно. Во-первых, следить за здоровьем, да, понимать, что моральные затраты, они должны идти после восполнения физических затрат. Да. Лени не бывает. Желательно вообще в лексиконе своем убрать слово «лень» и просто заменить его, и внутренне тоже замените, да, на усталость. Да. То есть вам не лень, вы устали. И когда вы отдохнете, пересмотрите это дело. Потом сравните обязательно, это вот третий пункт, да, сравните свои затраты со своими ожиданиями. То есть результаты должны быть хотя бы, не знаю, в 1,5 раза хотя бы превышать ваши затраты. Это обязательно, да, потому что если вы не будете в плюсе, так сказать, ваш мозг подумает, зачем мне это надо вообще, да? Зачем мне тратить свои ресурсы на то, чтобы делать то, на что я потрачусь больше, чем я получу, да? Вот, поэтому, и, конечно же, продумывайте свой результат, то есть четко очертите свою цель, к которой вы идете, зачем она вам, сколько это потратит там времени и так далее, и так далее. На этом все, наверное, давно не вела эфиры, очень по всем соскучилась, всем привет еще раз, и задавайте вопросы в комментарии, обязательно отвечу. Всего доброго!